башыңды күтер, емеш. Dünya kapkara. Оны көзсүллек, юха мәкер, алдап басып алған. Ә һин кешеләрне уйла. Уларны юханан хаклай торган күзләр тап. Бөйеклек. Мин оны һөнәрсе менән өйрәнсектән, мөхәббәттән, нәфрәттән аңланым. Бөеклек ул туй бүләге түгел, дан дәрәҗә түгел, бөеклек. Яра, һырап алып булмай уны, бик теләһәң дә бөеклек. Тәхет түгел, нәсел-нәсәп аша, улдан улга күсмәй бөеклек. Әвеш-тәвеш итеп, кулдан кулга, күсереп тә булмай ул йөкте. Бөеклекте раслап алып булмай, корал көсе менән, үз менән. Ысын бөеклектәр яланылар, олы йөрәк, изге эш менән. Бөекмен дип, уран халып була, әмма ул бит тумай урандан. Ысын бөек ирдәр 100 елга бер килер булыр дигән борындан. Бөектәрде заман ер тудыра, кәрәк сакта илгә, халыкка. Гаделһезлек ситтән ашкан сакта, сарсыганда кеше хаклыкка.
Бәгмің халып киттелер. 100 ел. Ошо 100 ел ішінде 89 елді әзгенә тутырмай дөньянан китте. Әмма ләкин ошо 89 елда ул халкы өчен янды, халкы өчен эшләне, иле өчен янды, көйдө. Бүгін ошо залда йыелган укытучыларга әйтә һүзем бар. Һез бөтен уның ижадын ошо сыйныф сәгатьләрендә куллана алаһыгыз. Зәйнәп Биишева шигырьләрендә, романдарында яшь буынны тәрбияләйт. Рәхмәт. Хөрмәтле тугандар, якташтар. Бұл очрашуда катнашуыма бик шатмын. Һәр егенгә өләсәйенең 100 еллыгын шулай киңәлдә үткәрү бәхете эләкмәй. Уважаемые земляки, уважаемые гости, я очень рад этой встрече. Не каждому внуку выпадает счастье отмечать столетие своей бабушки на таком высоком уровне. Несмотря на ее известность как писателя, для меня она была прежде всего самой любимой Лесей. С другой стороны, я был ее первым и, наверное, самым любимым внуком. Поэтому я могу смело сказать, что у меня было замечательное детство. Как сейчас вспоминаю то время, когда она учила меня воспринимать окружающий мир, рассказывала о природе, восхищаясь ею, рассказывала сказки о батырах и драконах, напевала башкирские мотивы, учила любить свою землю, свою родину. В том далеком-далеком моем детстве я научился вязать шерстяные носки. Я приготовил свои первые блюда. Научился играть на курае и петь песни. Постоянно помогал готовить сяк-сяк и сюсюикмяк. Я вспоминаю, как-то на даче в писательском поселке Аклан мы завели пчел. И когда начали получать первый мед, Лесей заставляла меня каждый день утром выпивать маленький стаканчик меда, говоря, что я вырасту могучим и сильным, как наши сказочные батыры. А когда у нее начинала побаливать поясница, она просила меня поймать пчелу и посадить ей на больное место. Так я вскоре стал ловким ловцом пчел. Сегодня с нами не могут присутствовать ее сыновья Тельман и Юлай, которым в этом году исполняется 72 и 71 год, которые уже много лет проживают в Москве. Ее сыновья посвятили свою жизнь изучению сложных наук. Тельман Агаем сегодня является доктором химических наук, член-корреспондентом Российской академии наук. А Юлай Агаем, несмотря на свою научную деятельность, посвященную в области физики и математики, занимался еще и переводами произведений своей матери, Зайнаб Биишевой, на русский язык. Сегодня нет живых ее младшего сына, Дарына, моего отца, который в прошлом году в возрасте 68 лет ушел из жизни после продолжительного и тяжелого заболевания. Он был врачом, и мы, его дети, также пошли по его стопам. Атаем прекрасно пел и великолепно рисовал карандашом. Его работы не раз публиковались в газетах. Сегодня, в год столетия Зайнаб Биишевой, пользуясь предоставленной мне возможностью, хочу всем вам поклониться. Хочу выразить искреннюю и глубокую благодарность прежде всего президенту Республики Башкортостан Муртазе Гуайдуловичу Рахимову за его постоянное внимание и уважение, которое он оказывал Зайнаб Биишевой. Именно в годы его руководства нашей республикой Лесей была удостоена звания народного писателя Республики Башкортостан. Низкий вам поклон. Хочется сказать сердечное спасибо правительству нашей республики,
администрации и всему населению, всем жителям Кугарчинского района за огромный труд, за огромную работу, которая была сделана для увековечения ее памяти. Хочу поклониться всем за огромную любовь и уважение, всем многочисленным ее читателям и почитателям. Могу вам сказать, что она никогда не умела кривить душой. Все ее произведения очень честные и взяты из жизни. Сегодня, кроме великолепных и монументальных произведений, сохранился еще очень большой архив документов, рукописей, писем, которые собирал мой отец Дарвин. Они еще не переданы в архив, а следовательно, предстоит еще очень большая и интересная работа для литературоведов, библиографов и других специалистов. Өләсәйемдең яхшы һәм якты хәтерен һаклаганыгыз өчен зур рәхмәт. Большое спасибо. Yitib, balgırtına överilip, min kabat tavırmın, tangdan tanga, arıltalı bilmey, seskelerden huttar yiyirmın. Yiyirmın da, gadetimse yumar, dostlar üsteline kuyurmın. Ular maktay, se yanında, altın baldan ağız itirder. Nide huzur, üstelinde her saf, seske balı, yedi bir gülhe.
дусларым, дурлар мине халкым, ең һызганып, хезмәт иткән балам дип хокланып.